Новая интерактивная музейная экспозиция на территории Государственного музея боевой славы начнет свою работу буквально через 2 месяца, открытие которой запланировано ко Дню нашей Победы. Культурно-просветительская площадка будет расположена на 1-м этаже. Проект разделится на несколько залов. Зал посвящен первому президенту Владиславу Ардзинба, Великой Отечественной войне народа Абхазии и СВО. Огромная благодарность, что и администрация президента Республики Абхазия, президентский фонд культурных инициатив доверился нашему опыту. Тот музей СВО, который самый первый открылся в Российской Федерации, был создан администрацией Нижнего Новгорода во главе Юрия Владимировича Шалабаева. И сегодня мы рады, что можем это применить здесь, в таком пространстве, где глубина именно наполнения памяти людей, традиций. Это все очень трогательно для нас и большая честь. С ходом работы ознакомился руководитель администрации президента Беслан Эшба. Он подчеркнул, что вопрос о реконструкции данного музея с учетом новых технологий была принята еще в прошлом году во время визита в музей Бадры Гунба и Сергея Кириенко. После этого была подача документов на фонд культурных инициатив, президентский фонд культурных инициатив, где данная идея была поддержана и открыли финансирование. В настоящий момент я приехал посмотреть, как ведутся работы, успеваем ли в сроки. Мы хотим 30 сентября, чтобы на День Победы, снова при посещении президента с гостями, эта композиция, так скажем, уже интерактивная была готова. Учитывая, что это все-таки интерактивная часть, туда можно будет догружать огромное количество материалов. И самое главное, что эта работа будет вестись на постоянной основе даже после открытия музея. В создании интерактивной зоны были привлечены специалисты из Нижнего Новгорода, у которых есть опыт в сфере новейших музейных мультимедийных технологий. На данный момент ведется работа с местными историками и экспертами по наполнению экспозиции. Наша компания как раз занимается в части интерактивного наполнения, которое будет в этом музее. Поэтому на сегодняшний день оборудование, которое здесь будет выставлено, оно придет из России сюда, оно уже в дороге. Будут внедрены цифровые технологии, которые позволят более интересно и глубоко подать информацию о нашей войне, о всех событиях, которые происходили и перед войной, и во время войны, в большей степени и после войны. Ну и, соответственно, это внесет свою лепту в патриотическое воспитание. Проект «Путь героя» нацелен на изучение, сохранение и популяризацию абхазо-российского и историко-культурного наследия. Уже завершен первый этап строительных работ. Проведены электрические провода и подготовлены стены для установки мебели, а именно тач-панели. По завершению всех работ запланировано проведение международной научно-практической конференции, посвященной международному проекту «Путь героя». Налач Хинджирия, Ахрамичба, Абхазское телевидение.